наступлением темноты Ибица зажила совсем другой жизнью – ночной. Во имя спокойствия местных жителей звук приглушили. Но это не стало препятствием общему веселью. Вот, например, так развлекались жители палаточного лагеря. Нас точит семя Орды, нас гнет ярмо басурман, но в наших венах кипит небо славян. На вопрос, почему они затянули такую печальную песню, ребята отшучиваются. Мол, целый день ставили палатку и вот только сейчас присели отдохнуть. Однако в палаточном лагере есть люди, которые действительно не знают сна и отдыха. Их нелегкая миссия не только разводить и поддерживать ночью костры, но и следить за работой полевой кухни. Вода холодная преобразуется в кипяток. И так каждый подходит, грубо говоря, со стаканчиком, с кружечкой, с телком. Мы наполняем. Наша задача обеспечить воду горячей. Песни под гитару, первозданная природа и чистый воздух. Ибица в сумерках, по мнению ее ночных гостей, таинственно и прекрасно. Романтика. Палатки, сидела. Главная поляна фестиваля внезапно преобразилась. На время она стала театром огня. Дождались феерического шоу лишь самые стойкие. Они не испугались ночного холода. Впрочем, эффектное огненное действо того стоит. Удивительно, с какой легкостью хрупкие девушки укрощают пламя. Но это пока разминка. Самое захватывающее зрелище только начинается. В Новой Зеландии заигрывание с древней огненной стихией было частью религиозного культа. Так мужчины племени маори демонстрировали свою силу и ловкость. Традиции новозеландских аборигенов легли в основу этого экстремального номера. Ночная Ибица погрузилась в языческую атмосферу первобытного хаоса. Контраст второго дня Ибицы в сравнении с первым налицо, вернее на лицах гостей фестиваля и их внешнем виде. Полностью или частично его отдали поклонникам роковой музыки. Однако неформальную атмосферу отлично разбавляет суровый богатырь в национальной мордовской рубахе. Его нельзя не заметить. Интересно, как этот бравый молодец затесался в рокерскую тусовку. Вот уже второй день борец из Мордовии Павел Мигунов устраивает на этой поляне традиционные народные игрища. Колоритный гость фестиваля учит всех желающих стрелять из лука, а также ловко обращаться с ножами, топорами и кольями. Правда, одолеть непростую науку удается далеко не всем. Вот, например, у этой усердной ученицы из всех попыток попасть в мишень ни одной удачной. А здесь Павел Мигунов приобщает мальчишек к финно-угорским единоборствам. Воинственность подрастающих мужчин, считает мордовский борец, нужно подстегивать, чтобы сохранить чувство жизни. Моя идея заключается в том, что нужно финно-угорским республикам приглашается делать хорошие Попушев Константин по финно-угорским состязаниям. С этой идеей я Раствора Павел от Москвы до Ханты-Мансийска. На протяжении всего второго дня фестиваля гости Ибицы в нетерпении. Ну когда же наконец-то появятся хедлайнеры? Финская группа «Расмус». Ближе к вечеру, в преддверии концерта, в этнопарк стекается все больше людей. Эта Ибица хоть и выдалась мокрой, но по-своему яркой. Перепады капризной погоды, то точно солнце и единственный контраст. Чего только стоит сочетание знаменитой финской группы и милых бурановских бабушек. А вот название фестиваля немного странное с точки зрения русского языка, впечатлило гостей из других регионов. Впрочем, как и сам фестиваль. И вот долгожданные финны в самом бодром расположении духа предстают пред журналистами.
Похоже, языковой барьер для этих ребят не помеха. К своему удивлению, они узнают, что национальный язык нашей республики вовсе не диалект русского. А главное, финские коми принадлежат к одной языковой группе. То есть наши народы в каком-то смысле братья. Также музыканты делятся своими впечатлениями от прогулки по столице республики. Они заглянули не только в Стефановский собор, где по достоинству оценили пение церковного хора, но и на городской рынок. И, конечно, не обошлось без покупок. Сегодня мы были на рынке, была небольшая экскурсия, и один из участников группы приобрел себе зимнюю шапку Rabbit. Yes, it was rabbit. Он не помнит, из какого меха. I think it was rat. Это была крыса, по мнению Лаури. Но на самом деле это был писец. Но больше всего финнов очаровали бурановские бабушки. Музыканты назвали участниц удмуртского коллектива горячими штучками. Бурановские бабушки вчера составили компанию группе Rasmus, но группа Rasmus была уставшая, поэтому они пошли спать, а бабушки продолжали тусить до самого утра и даже звали группу присоединиться к их тусовке бурановской. И тут же у рок-исполнителей возникла идея создать со звездными бабушками совместный проект. Возможность подобного творческого союза позабавила финнов. Это опасно, если мы споем с ними песню, это может быть хит №1 во всем мире. И мы всех затмим. И самым ярким событием, конечно же, стал выход на сцену группы Rasmus. Этот хит порядком разогрел публику. Вокалист группы Лаури лихо объясняется по-английски. Если для кого-то из присутствующих его эмоциональные речи и остались загадкой, то на другом уровне общения, энергетическом, у зрителей и музыкантов полное взаимопонимание. Судя по всему, финны покорили публику. Сцена завораживает потрясающим светом и звуком, качеству которых организаторы фестиваля уделили особое внимание. Ведь не каждый день в Коми приезжают звезды мировой величины. Стражи порядка стоят на подступах к металлическим ограждениям, дабы самые ярые поклонники не взяли их штурмом. Но опасения полицейских не оправдались. Публика здесь собралась весьма миролюбивая. We had a nice dinner with the babushki last night, some vodka. Лаури по большому секрету рассказал публике о вечере, проведенном в компании очаровательных старушек из села Бураново. Одна из бабуль, по словам фронтмена, даже расцеловала гитариста группы. Но больше всего зрителей впечатлил басист, буквально перепевший русского исполнителя Трофима. Ломаная речь гитариста финской группы вызвала бурю восторга. Я знаю точно, я его запою, и заел ты вот так, давно знаю.
На протяжении вечера финны исполнили практически все свои хиты, но, похоже, просто так публика рок-звезд не отпустит. Музыканты выходят на бис. Good night! Исполнители бросают в толпу медиаторы и барабанные палочки. Это завершающий аккорд фестиваля. Нынешняя Ибица, вопреки непогоде, удалась.